Уважаемый Камчибек Ташеев, пожалуйста, помогите. Я врач-рентгенолог. После института поступила в мединститут, закончила его, прошла интернатуру по рентгенологии. И с тех пор, вот уже больше 40 лет, я работаю рентгенологом. 17 января я работаю очень много, поэтому я сразу даже не увидела послание кафедральное, обращенное ко мне. Вот. Но дело в том, что сейчас очень много пользуются 2-3 симками, поэтому, в общем-то, в принципе, меня это немножко не насторожило. Тем более, зная о предыдущих всех проверках и КГМ, ПК, и онкологии, поэтому я, в общем-то, восприняла это как бы, ну, как нормально, наверное. Когда ко мне руководитель кафедры обратился сначала с просьбой, на работе я или нет, потом не ответил. А 20 числа уже, когда я рано утром написала ему как бы обратно, мне говорю, к вам подойти, он мне пишет, что в связи с текущими всеми проблемами и событиями сейчас это нет необходимости. Я была очень удивлена, что за события. Вот, он мне пишет, что сейчас идут большие-большие проверки, и очередная проверка в онкоинституте. К нему подошел куратор вот, и предупредил, что проверка идет всех сотрудников, и предыдущих, и уволившихся, и всех настоящих. Вот, и то, что он увидел меня в списке этих сотрудников, был очень удивлен. Но ему якобы сказали, что это как бы тайна следствия, все. Но по разговору, как он понял, что идет проверка отмывания денег. Я была крайне удивлена, еще ему задала вопрос, говорю, мне что, отмывать мою зарплату, что ли? Вот, ну, он сказал, что ведется следствие, и поэтому сейчас окончательно ничего сказать не может, но передает все вопросы, будет ко мне задавать сотрудник Национального банка по фамилии Даниленко. Буквально через 5 минут перезвонил якобы это Даниленко, сказал, что идет сейчас следствие, что ГКНБ проверяет сейчас все учреждения и ведется сейчас следствие. Вот. И что мне надо будет выполнять кое-какие задания, которые, значит, я буду проводить. Вот. И потом перезвонил снова товарищ из КГНБ. Было даже секундное какое-то типа видео, что он в форме где-то обращается, такой вот все это. И дальше потом опять звуковая только. Это самый звонок, который... Дело в том, что мы понимаем, что вы вроде бы как не занимаетесь отмыванием денег, у вас нет лишних денег, но дело в том, что надо сейчас произвести все ваши средства, которые у вас есть сейчас на зарплатной карточке, все это снять и передать, значит, как бы по следствию на определенный счет, перевести это все. Но, в принципе, то, что я сделала, как они сказали, то, что были у меня деньги лежали, кстати, у меня были деньги там просто еще не совсем мои, а для помощи соседки. И сняла зарплатные деньги все эти, и всю эту сумму была переведена под диктовку на определенный счет. Вечером позвонил товарищ из КГНБ Уразбеков и сказал, что сотрудники с риэлторской конторы, сотрудники госрегистра переоформляют мою квартиру, стараются продать ее и уже на кого-то ее оформляют. Вот, поэтому сейчас надо опередить их, сделать так, что я должна продать квартиру, эти деньги передать им, и во время якобы переоформления будут выявлены мошенники по госрегистру, и тогда уже будет известно все это. А квартира, если все это быстро сделать, то, в общем-то, в принципе, к субботе она уже будет, уже как бы опять вернется на меня, эта квартира.
Ну, в общем-то, в принципе, я вынуждена была поверить, потому что как-то уже были махинации такие с квартирой. И я, в общем-то, так решила, что раньше, если это можно было сделать, значит, это сейчас делается. И утром уже позвонил опять Даниленко, сказал, что надо быстро под диктовку конкретную риэлторскую контору, по конкретному человеку подойти, сказать, и конкретную сумму назвать, что очень быстро, очень срочно надо продать квартиру в течение буквально вот срочного времени. Ну, то, что я так и сделала. Я пошла по конкретному адресу, конкретному человеку, который, в общем-то, в принципе, быстро все это помогал оформить, все эти документы, все справки и все это. Вот. В принципе, все справки были собраны в течение где-то за полдня, наверное, и уже во второй половине дня, вот в среду уже была проведена после обеда, причем это уже был конец дня, я была удивлена, я говорю, вы же до 5 часов работаете, ничего, там ребята нас подождут, они идут нам навстречу. Вот. И была произведена, значит, операция подписания документов купли-продажи, а перед этим еще, значит, представитель, как он сказал, это наш юрист из риэлторской конторы, они взяли разрешение, значит, по поводу, чтобы мой муж подписал согласие на продажу квартиры. Я, правда, предупреждала, говорю, у мужа вторая группа инвалидности, он не приедет, и он, в общем-то, в принципе, подписывать не будет он. Они сказали, что это, в принципе, не обязательно надо, в общем-то, и юрист, девушка из риэлторской конторы отправилась туда, и под диктовку он подписал бумаги, где что надо было написать, подписать дрожащей рукой. Вот. И быстро-быстро поехали дальше уже в госрегистр. Там нас ждали в кабинете. Вот. Сидела девушка еще какая-то. И была оформлена, значит, купля-продажи. По договору было 5 миллионов. А в купле-продаже в договоре там указывалось 7 миллионов на определенную гражданку, которую, в принципе, раньше я не видела, и у нас не было договора, что я продаю на конкретного какого-то человека. Вот. После чего, значит, сотрудники этой риэлторской конторы в присутствии девушки, в присутствии вот все это, они мне передали деньги. Деньги были упакованы в тетрапакеты большие, там 3 пакета было по 1000-ми купюрами, и один пакет, тетрапакет был 2000-ми купюрами. Вот. Когда мы вышли из кабинета, то, значит, представитель этой риэлторской конторы взял с меня расписку, что я от него получила 5 миллионов. Вот. Значит, на следующий день, вечером этого же дня позвонил уже представитель КГНБ и сказал, что срочно надо быстро все эти деньги отправить на определенные счета. Я была ужасно уставшая, ужасно была, в общем-то, в растерянном состоянии, но это было действие произведено, вы знаете, при постоянно включенном телефоне. Не разрешали его выключать, постоянно включен телефон, и то есть идет постоянный контроль и постоянная поддиктовка, куда я должна идти, куда, как я должна отправлять. Несмотря ни на что, в общем-то, в принципе, это заставили меня сначала в Азия-Молл к определенным терминалам. Больше всего их интересовали это Pay24 терминалы, а там, когда подходишь к терминалу, они просто говорят: открывается такой-то банк, и дальше идет под диктовку конкретный номер, на который переводится определенная сумма. Вот. Пока терминал, значит, не выключился. Этот терминал выключился, они разрешили перебраться в другой торговый центр под этим самым, под контролем, значит, и опять же под диктовку в терминалах происходила вот эта отправка денег на определенные счета, все эти.
До тех пор, пока я уже была буквально в изнеможении, я уже чуть ли не со слезами, потому что это было и холодно, и страшное напряжение, очень сильное все это. Когда мне разрешили, значит, уехать домой, и на следующее утро опять срочно, бегом, значит, в определенные терминалы, которые они диктовали по вот такому адресу, по такому-то номеру, под вот такой-то терминал там находится. И вот дальше опять название банка и название этих счетов и отправка денег, пока не были отправлены все деньги. И после обеда, значит, опять позвонил представитель КГНБ, это Туразбеков, и меня спросил, говорит, вы отправили 5 миллионов. Я говорю, да, по расписке я получила 5 миллионов, я это все отправила, как вы сказали. Но в договоре было указано 7 миллионов. Где эти 2 миллиона? Я говорю, у меня их нет. В общем, пока не решится ваш вопрос, потому что вы должны найти в срочном порядке еще эти 2 миллиона и отправить. Только тогда мы сможем вам помочь, значит, с возвратом квартиры. Вот. Я была очень поражена, потому что ни у меня, ни у моих родственников таких денег нет. Взять их мне негде. Кредиты мне не дадут по возрасту, по согласно возрасту, вот все это. И я, в общем-то, в принципе, уже была в таком отчаянном состоянии, не знала, что мне делать. Но тут уже мои родственники меня начали уже и разыскивать, и понимать, что что-то случилось, что-то не так, что-то неправильно. И после этого, в общем-то, в принципе, мы пошли с заявлениями. С заявлениями отправили мы и в РОВД, и в Национальный банк, и в финразведку, вот, и в КГНБ отправили заявление, все это. Вот, и потом уже вот обратились к адвокату, которая помогла нам дальше все это завершать. Уважаемый Камчибек Ташеев, к вам большое-большое уважение и большая просьба взять это дело под свой личный контроль, так как дополнительного жилья у меня нет. У меня это было единственное жилье. И мошенники сумели так поставить под именем КГНБ, что это идется расследование. У меня на руках еще муж, инвалид 2-й группы. Поэтому, пожалуйста, помогите.